Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Плотникова Елена Викторовна. Я кандидат наук, доцент, член Союза дизайнеров России, декан художественно-графического факультета, руководитель направления программы магистерской «Коммуникативный дизайн». В этом году форма подачи документов только дистанционная. В дистанционном формате в любое время вы можете прикрепить свои документы. Экзамен у нас будет проходить в форме тестирования. Значит, у кого есть, кто будет сдавать документы, пожалуйста, обратите внимание, что нужно портфолио. Но если у вас в портфолио есть не все или частично, или что-то другое, потому что мало ли чем вы занимались, например, живопись писали, или у вас есть цифровая живопись, ваши личные работы вы можете туда прикреплять. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья это увеличивается до 1,5 часов. Но, естественно, когда вы подаете документы, это должно подтверждаться документально. Значит, вы должны совершенно четко помнить, что у вас будет только одна попытка для того, чтобы сдать экзамен. Минимальное количество баллов, которые вы можете набрать, и это будет считаться положительно, это 50. Максимальное количество баллов 100. После того, как вы подадите документы, вам на почту придет логин и пароль. Обратите внимание на папку «Спам», потому что были такие случаи, что логин и пароль попадают в папку «Спам». Значит, в день экзамена со своим паролем и логином вы заходите на сайт и создаете учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с вашей же фотографией и где четко будет видно, прописано фамилия, имя, отчество. Еще раз, время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас есть только одна попытка. Где можно узнать расписание вступительных испытаний? Это на сайте приемной комиссии. Обратите внимание, вот здесь сделан скриншот страницы, где четко показано, куда нужно обратиться, куда нужно нажать, где откроется расписание по всем направлениям и указан сайт приемной комиссии. Там вы увидите вот таблицу, в которой в том числе будет и расписание вступительных испытаний художественно-графического факультета. Обратите внимание, что вступительные испытания – это комплексный экзамен по направленности профилю коммуникативный дизайн. Также обратите внимание, смотрите программу, вот эта ссылка, она будет активна. Вы можете нажать на ссылку «Программа», и программа откроется, где вы точно увидите, что вас ждет, и примерный перечень вопросов, с которыми вы встретитесь во время экзамена, во время тестирования. Значит, еще раз, экзамен проходит дистанционно. Когда вы получите логин и пароль, там будет инструкция, как войти и что нужно пошагово делать. Консультация к экзамену будет 6 августа. Подавшие документы с 20 июня по 6 августа сдают экзамен, то есть вход на экзамен, на платформу для них будет открыт 8 августа весь день с 10 до 10. Те, кто не успел, резервный день 17 августа с 10 до 17:00 Уфы, местного времени. Подавшие документы с 7 августа по 12 августа сдают экзамен, тестируются 15 августа, также с 10 до 22 часов местного времени. Резервный день 21 августа с 10 до 17:00. Подавшие документы с 13 августа по 11 сентября сдают экзамен 12 сентября, также весь день с 10 до 22 часов
местного времени. Резервный день 21 сентября с 10 до 17:00. Как подготовиться к сдаче вступительных испытаний? Там же на сайте приемной комиссии вы найдете программу вступительных испытаний. Программа вступительных испытаний, обратите внимание, да? Там есть в перечне программа вступительных испытаний «Коммуникативный дизайн» и указаны формы обучения: очно-заочное, вечернее, либо заочное. Нажимаете, входите туда, и перед вами будет программа. Вот это, собственно говоря, вы увидите. Здесь порядок прохождения, что вы должны сделать пошагово. И, собственно говоря, там вот указаны, да, направления, по которым будут вопросы в тесте. Значит, примерные задания. Экзамен состоит, то есть в тестирование входит 5 разделов. Значит, в каждом разделе по 15 вопросов. То есть вы можете сами посчитать, на сколько вопросов вам придется ответить. Значит, вот здесь перед вами представлены примеры вопросов, которые будут вам встречаться. Например, подраздел проектирования. Обратите внимание, основной принцип, обеспечивающий целостность графического проекта. Также посмотрите, у вас будет 4 варианта ответа. Принцип единства, принцип законности, динамизма, равноправия. Обратите внимание, правильный ответ – принцип единства. То же самое по истории изобразительного искусства, по рисунку, по истории дизайна и по графическому дизайну. Здесь представлены по одному вопросу реальных тестов, с которыми вы встретитесь на экзамене. Значит, что входит в портфолио? Ну, там должно быть, конечно, документ об образовании. Учитывается средняя оценка обязательно, ну и дипломы с отличием, они, конечно, приветствуются. Опыт научно-исследовательской деятельности при наличии, то есть если есть — хорошо, если нет, ну, в общем-то, ничего страшного. Обязательно документы, которые подтверждают опыт практической работы, опыт практической деятельности по трудовой книжке, копия трудовой книжки, трудового договора или иные документы. Также документы, подтверждающие личные достижения абитуриента, то есть это всевозможные дипломы победителя, лауреатов, олимпиад, конкурсов, ну и все, что по сути у вас есть. Там же могут быть сертификаты, там же могут быть справки из деканата об именной стипендии и так далее. То есть если это есть — хорошо, если этого нет, ну, собственно говоря, ничего страшного. Если у вас есть рекомендательное письмо, то оно должно быть от специалиста, который работает в этом направлении. Оно должно быть обязательно заверено подписью с указанием фамилии, имя, отчества, должностью, местом работы и контактными данными. Когда вы начнете готовиться к экзамену, обратите внимание вот на литературу, которая здесь представлена. Здесь представлены основные источники, которые помогут вам подготовиться к экзамену, к тестированию. Книги есть в свободном доступе, в принципе, их можно скачать в интернете, и историю дизайна, и краткие курсы, полные курсы Михайлову и Ковешникову. Вот. Также есть краткая история искусства, есть книга очень хорошая по основам академического рисунка Николая Ли, по основам проектирования, есть книга Вороновой про проектирование. И также я вам рекомендую книгу Ронги и Синьковский «Основы теории методологии дизайна», где очень подробно в доступной форме рассказывается о дизайне проектирования, о видах, направлениях дизайна. Это основная литература. Если вы подготовитесь, то у вас, почитаете эту литературу, то в принципе у вас не будет проблем, когда вы будете тестироваться.
Значит, контакты. Обратите внимание, вот Плотникова Елена Викторовна, это моя личная почта. В день экзамена и дополнительный день я буду смотреть, я буду постоянно доступна, я буду читать ваши вопросы и сразу же на них отвечать. Также здесь указаны контакты университета, раздел абитуриентов, ссылки и телефон горячей линии, по которому вы можете позвонить. Также обратите внимание, здесь есть QR-код, который тоже, возможно, вам пригодится. Ну, на этом, собственно говоря, все. Всего вам хорошего. Я желаю вам успехов, удачи. Думаю, проблем не будет, потому что вопросы составлены в тесте таким образом, что они больше проверяют общекультурный уровень, нежели какой-то специальный или профессиональный. Всего хорошего, вам удачи! Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.